церкви поздравить вас с 60-летием Великой Победы. Как вы сами видите, у нас с февраля этого месяца началась коммуникация поселка, и подрядчик Якутгострой нам обещает, что летом осенью 100% это сфинансирует. И еще вот 60-летие и я 2 раза был на совещании вице-президента Александра Кирова, и он усердно и подготовка к достойной встрече юбилея нашего деда Максима Кирилловича Амосова. И мы тоже, вот, население, готовимся и достойно встретим 2007 год нашего деда. И мы хотим вам сказать, во-первых, пожелать нам крепкого здоровья, и осенью будет открытие памятника возле Якутского госуниверситета, и мы опять там встретимся. Вас приветствует от имени Якутского государственного университета старший преподаватель кафедры философии Якутского государственного университета имени Максима Амосова Федорова Тамара Михайловна. Скажите, уважаемая Елена Максимовна, мы, я от имени, членов политологического лагеря РЛ, это значит Надежда, приветствуем вас на родной земле вашего выдающегося отца, выдающегося сына якутского народа Максима Кирилловича Амосова. Благородная идея принести счастье своему народу, вообще принести счастье всем людям была известна с испокон веков. Все выдающиеся люди мечтали об этом, чтобы люди жили в равенстве, в свободе. Выдающийся греческий философ Платон еще в древности 2500 лет назад написал книгу о справедливом государстве, где не было ни эксплуатации, где не было ни эксплуататоров, чтобы люди все были равны. Эти же идеи были высказаны в работах великих философов-мыслителей Томаса Гоббса, Томмазо Кампанелла, французских мыслителей эпохи Просвещения, Анри Сен-Симона, выдающихся мыслителей XIX века Карла Маркса, Фридриха Энгельса. И вот эта идея в 1917 году в октябре была переведена в России. В России была утверждена власть рабочих и крестьян. Выдающиеся сыны якутского народа Платон Аюнский, Максим Амосов стояли у истоков суверенитета якутской государственности. И вот по инициативе администрации Хатырыкского наследия, по инициативе администрации школы Хатырыкской средней школы имени Максима Кировича Амосова в этом году был открыт политологический лагерь РЛ «Надежда» с надеждой, что на этой земле, которая вырастила такого выдающегося, талантливого, партийного государственного деятеля, как Максим Кирович Амосов, может быть, из этого лагеря впоследствии вырастет такой же выдающийся сын своего народа. Уважаемая Елена Максимовна, мы очень рады, что вы приехали
приехали на родину своего отца. Мы чтим память вашего отца. Весь народ, якутский народ, чтит память гениального якутского сына. И также, будучи как бы представителем, на сегодняшний день одним из представителей, скажем, Якутского государственного университета, хотя меня это не уполномочили, но я возьму на себя такую дерзость приветствовать вас от имени Государственного университета, имени Максима Кировича Лунина. Что ж, дорогие студенты, я знаю, как папа любил свою родину, как он рвался всегда сюда, в эти родные места. И когда мы впервые сюда приехали с сестрами после всех печальных дел в 1967 году, мы как-то все трое сразу приехали в сердце. И зимой, и летом он красив и дорог. Ну вот, что хочу сказать. Я прилетела 30 числа в 8:15 утра, а в 11:00 мы уже встречались с Алексеем Николаевичем, с Анатолием Николаевичем, нашим ректором, у него в кабинете беседовали, и вот он там тогда сказал, что вы находитесь здесь. Я считаю, что это большое воплощение одной из мечты папы, чтобы здесь процветала наука, образование, чтобы свет вот этой мировой мысли здесь получил поддержку, понимание и развитие. И надо сказать, вот я с 1989 года очень много работаю с архивами, во многих архивах государственных, не только в Москве, в Якутске, но и в Ивизии. В 1989 году там была очень много. И увидела, что где бы ни был папа, что бы он ни делал, первая его забота была о том, что образование дало всем, кто хотел учиться. Особенно, когда он стал последовать пути 24 года в Москве, первое, что он сделал, впоследствии мы работали в такой небольшой национальной дня, студенты там, которые набрали учиться в Москве, жили он по памяти он заселил на такой этаж, а работников по спрессовому поселению высадили в студентов. Это было в 24 году. Затем услышал, что они кашляют некоторые, отправил их в врачебный осмотр, выявил, что некоторые из них больны нашей национальной бедой, сколиозом, помог достать лекарства, начал их лечить. Держал как мог, всех путем средств давал этим студентам дополнительные питания. Он страшно радовался, что молодые кадры будут потом работать в республике. Я хочу вам напомнить некоторые исторические такие цифры. В 1917 году примерно на 1000–1500 человек был один грамотный, который умел читать и писать. Правда, я Анатолию Николаевичу сказала, что тот, кто умел как следует по-настоящему считать на 3000. Он меня потом как историк поздравил и сказал, что ты, которые создали свой собственный календарь, считать умеют всегда. Потому что календарь из счета не сделаешь. Ну и потом я подумала, что когда человек работает, он действительно
уменьшить. Сколько он сделал, что он получил, сколько собрал, сколько потерял. Так что я взяла сразу свои слова. Ну вот, в продолжение беседы хочу сказать, что в 3 часа мы беседуем в вашем зале, где собирается ученый совет, как я говорила, со студентами. Встречаюсь с теми, я просто счастлива, что вы здесь находитесь, потому что моя сестра, Яна Максимовна, она работала в МГУ более, почти 25 лет, чуть больше. И специальность своя была почвовед. И она говорила, что здесь вот место, где родился папа, уникальное по своим природным данным, по сохранившейся, на тот момент, когда Яна там была, и были у нее работы с вашим факультетом почвоведения, завкафедрой которой деканом биологического факультета Степан Борис Николаевич, все знаете. И он начал обследование этого острова. Года 3 назад появились студенты здесь. И сейчас вот это все продолжается. И я думаю, что все, кто здесь побывал, зарядились вот этим желанием к свету, науке, с мыслью, что нужно всего себя отдавать людям, как это делали те, кто создавал нашу республику. А если учесть, что все они в диапазоне рождения 93-905, то по возрасту они не намного отличаются от тех, кто кончает институт. Я призываю вас с ответственностью относиться к тому, что вы получаете там знания, к той работе, которую вы будете вести, и всегда помните о том, что вы должны не только получать, но и отдавать, и республике возместить все те затраты, которые она потратила на ваше образование, на ваше обучение. Люди, которые пришли после папы к власти, продолжали эту линию. И вот в январе месяце был в МГУ студенческий форум под таким названием «Интересное духовное развитие и интеллигентность между Якутией и Россией». Это как раз то, о чем мечтали те, кто создавал нашу республику в 20-х годах. И было приятно видеть, сколько там было студентов со всех уголков нашей необъятной России. И мне с завистью студенты говорили, какие же у вас, ребята, счастливые, вот наша республика, и она так не заботится. И даже действительно вот, надо бы, чтобы у вас преподаватели собрали статистику, как в других республиках относятся, и им сказали, чтобы они ценили. Я по возрасту и по работе старше вас и общаюсь с такими аксакалами нашей деятельности республики, как Сергей Николаевич Маркин, который почти 18 лет был бессменным председателем правительства здесь, в Якутской автономной республике. Иннокентием Гавриловичем Игнатьевым, который более 20 лет был поспредом республики в Москве. С Александром Ивановичем Шубиным, который работал здесь в комсомоле, очень ГИБУ, историк. С Александром Алексеевичем Гандосовым, который был секретарем ЦК, с Андреем Садомировичем Федотовым,
который тоже возглавлял комсомол республики, а потом стал членом ЦК КПСС. И со многими-многими другими знаменитыми людьми. И сердце мое переполнялось гордостью за то, что вот с нашей якутской земли, наша якутская родина, вот эта вся красота выращивает таких сильных людей, которые умеют не только задумывать какие-то дела, но и самое главное, умеют добиваться воплощения своей мечты, своих планов. Ведь посмотрите, наш земляк, другой знаменитый Винокуров, который был первым секретарем обкома Якутской партии в самые страшные годы во время войны. И, можно сказать, он второй раз создал республику и отстоял ее, потому что был страшный голод, умирало очень много людей, а все те, кто мог работать, производить хлеб, выращивать скот, были на войне. И он обратился к правительству с просьбой, чтобы выделили ему хоть что-нибудь для поддержания якутского народа, иначе он подойдет на полное вымирание. И что же какой выход нашел Лаврентий Павлович Берия? Он сказал: давайте мы всю Якутию сделаем территорией специального назначения, как северные земли Казахстана, Магадана и Камчатки. Иосиф Виссарионович удивился, по-видимому, это так я допустила, и спросила, куда Слинь потянется. В тех областях, которые были отданы ему под гулаги, население-то мало, очень мало. Он говорит, они будут считаться свободными поселенцами. Представляете, какая участная дорога? Вы можете себе представить, сколько мужества, сколько храбрости, сколько смелости понадобилось Винокурову, чтобы отстоять, отспорить, доказать, что это делать нельзя, что здесь находится несколько миллионов людей, и делать их в одночасье, в одну секунду, в один момент. То есть на тот дрожчик пера, когда будет подпись под указом, отдающим целую огромную область, самую большую в СССР, под таким вот специальным поселением, и его доводы были услышаны. Нам оказали помощь, что осталось. А ведь он прекрасно понимал, что в любой момент мог остаться там, где остались те, с кем он начинал республику, и такой же участи мог быть потом. Поэтому вот, если у вас есть историки, пусть они поглубже изучают 20-е, 30-е, 40-е годы, когда закладывалось то, чем мы сейчас владеем. И избегали уроки, не забывали об этом, что все, что у нас сейчас есть, мы обязаны тем, кто в 20-е, 30-е, 40-е годы отстоял республику, заложил фундамент ее промышленного, научного и какого хотите другого развития. Я больше не буду много говорить, я просто счастлива, что вижу вас, настроение хорошее. И хочу, вот кто-нибудь из школы есть? Запишитесь. Пожалуйста. Значит, в Москве вышла книга «Рассвет из Якутии», где перечислены все те, кто отстаивает интересы республики в столице. Их, как выяснилось, 23 человека. Многие снова построили. И вот открывает этот список наш мой папа, ваш земляк, мой отец. Вот.
книги, она только-только вышла. Я, можно сказать, ее не показатель получила. Ее даже еще руководители правительства не держали. Они если не держали, то когда были власти. Вот я хочу, конечно, тираж очень маленький. Мне очень дали немножко авторских экземпляров побольше. Хотя меня в авторах нет, но я уж, конечно, редактировала все, что могла, и очень, ну, о папе, конечно. И остальные статьи помогала в издании. Вот 2 экземпляра я дарю вам. Пожалуйста, читайте. Кроме того, вот вышел специальный журнал Российской Федерации. Он так называется, специальный выпуск журнала Российской Федерации сегодня. Республика Саха-Якутия. Она посвящена, весь журнал посвящен нашим достижениям и тому, что у нас в республике есть. Здесь выступают все основные ведущие работники наших предприятий. Я дарю вам 2 экземпляра, специально купила. Ну, пусть люди знают, потому что вот такое это очень ценное, когда все цифры, все, что есть в республике, лучшего здесь написано. Это достояние всей России. Ну и, конечно, я не могу забыть музей. Вот, включаю вам книгу. Вот все, что я хотела сказать. Спасибо вам. Низкий поклон за то, что помните, за то, что любите, за то, что воспитываете такую красивую молодежь, таких красивых детей. Они такие все счастливые, ростовые, не зажатые, чего у нас в детстве не было. Когда моей сестры Яны не стало, я этому факультету декану их Борису Николаевичу Кострякову передала научную библиотеку Яны Максимовны, которая она собирала всю свою научную жизнь. Вот они сейчас не пользуются. Разрешите мне от лица большого коллектива старейшего, одного из старейших факультетов в университете биологии и географического факультета поприветствовать вас здесь, на благодатной земле Рыка. Намская земля подарила миру многих выдающихся личностей, среди которых, конечно, особняком стоит личность такого масштаба, как Максим Кирович Амосов, имя которого с гордостью носит наш многотысячный университет. Мы приехали сюда 3 дня назад, нас около 100 человек, биологи. А биолог — это человек, который изучает природу, любит все живое. И я считаю, что такой человек не может быть плохим, который любит окружающий нас мир. Мы желаем вам здоровья, очень крепкого, как наш якутский алмаз, здоровья, счастья, почаще бывайте на исторической родине, будем здесь встречаться время от времени. И нам, конечно, повезло, что мы успели приехать к вашему приезду. Максим Кирович Амосов личность, выдающаяся личность не только масштаба нашей республики. Он, ребята, был на первых
руководящих должностях не только в Якутии, но и в Казахстане, в Киргизии. Это говорит о том, что это насколько была талантливая, масштабная, выдающаяся личность мирового уровня. То, что он любил нашу Якутию, говорит хотя бы о том, что вас он назвал именем Лена, нашей великой реки. Ваша сестра была Яна. На берегах Яны я вырос, закончил там школу, а сейчас живу на берегах Лены. Ну, долго говорить не любим, поэтому я вас еще раз приветствую от имени всех нас и желаю вам успехов и до скорой встречи. Спасибо. Максима Кировича, Мосова Дмитрия Кировича. Где Нарьяна? Так, здесь в Кадряке еще живут Охлопковы, внуки родной сестры Натальи Кировны. В Тюбянцах живут Захаровы, внуки родной сестры Анастасии Кировны. И в Витюцах, это Лукины Михаил Иванович, которых все знают, тоже внуки родной сестры, там мы говорим Петюнские, Лукины. Так, и вот так по всей республике мы уже, там Майя есть, и в Москве, заканчиваем Москвой. Начинаем от Тюбянца до Москвы, скажем. Так, и вот совсем около 200 человек я насчитала 5 лет назад, еще расширились, наверное. И вот самые близкие, вот вчера встречали там намцев, и вот у нас ночевала в Кадряке. Вот и каждый год. Да, каждый год пришли, получается. Да, в прошлом году 2 раза приехали. Мы встречаем, живем здесь. Да. Которого в прошлом году, столетие, прошу прощения, это у Марии было 80 лет, или 70 лет. Был любимым братом, может потому, что он был самым младшим. И он сопровождал папу, как я знаю, в жизни его до конца. В Москве, в Казахстане, в Киргизии. И он, можно сказать, последний из якутян, который видел его в июле, да? Ага. В июле 37-го он был у папы, гостил там. Из дороги прислал письмо, которое я обнаружила в архивном следственном деле, как доказательство того, что папа вражескую агентуру даже вот среди коренных и своих родных раздал японскую. И он был арестован в ноябре 1937 года и 11 месяцев отсидел. Папа очень. И надо сказать, что он никогда не говорил об этом в свое время. И о том, что с ним там было, мы узнали после 1956 года, когда вернулся дед, с кем он был в камере. Подробности я в своей статье писала. Я хочу сказать, что он очень нас любил, я его знала детей. Это был единственный человек, который связывал нас с Якутией, приезжал, любил. И гостили себя в доме. Его дочка Мотя жила у нас, когда болела. Приезжала сюда. Все вот они на моих глазах росли. Берег родился в одно время с моим старшим сыном Максимом, который очень дружный и очень хороший сын. Ну, мы дружили с Марией Алексеевной. Вот.
сейчас вот дочка Кирилла учится. Дмитрий Кириллович счастливый человек, у него уже 7 праправнуков. У папы, к сожалению, пока только правнук. Ну, надеюсь. Оно должно дойти и каждый должен оценивать себя семьей, именами, и Максимом Кирилловичем, его соратников, какие были люди, что они сделали для нашей семьи. Örüşke var. Alara tühünür mü oluyor bile? Ayo, nanti kita ketemu dodok. Stah di belakang. Turar. Вопрос маленький, что больше больше наших правительств. Там не просто. Встречи. Лену Максимовну очень ждали еще вот, здесь вот работающие, очень красивые молодые люди. Они из далекой Киргизии, они прекрасно знают папу, вот они строят ветеранский дом, целая бригада, вот пришел бригадир, они очень ждали вашего приезда. Встретиться, посмотреть, потому что на родине Киргизии имя Василия Кирилловича мы очень уважаем, знаем. Вот, бригадира Васильева штаба. Знаем, не помню, что Амосов Максим Кириллович у нас работал в 11 районах Киргизии. Также знаем, что он здесь тоже не будет. И сейчас мы приехали здесь в дом 16-квартирный для ветеранов. Постараемся закончить это. Спасибо большое. Помочь мне ваши силы, вы мои дети Максим и Миша. Вы дети, ребенок Яна Максимовна. Здесь вот маленький.
Когда вам